В общем, у меня сорвало вот эту пробку и вытек весь тосол. Я на приборке показал, что недостаточно уровня жидкости, и посмотри двигатель. Я залил туда воду, сейчас вода у меня была. Ну вот, ничего, вроде уровень держится. Сначала вроде начал уходить уровень, потом, оп, сейчас держится. Ну это нормально. Снял клемму, чтобы ошибку скинуть. В данный момент все хорошо, то есть знака «посмотреть двигатель» не вижу. Вот идет процесс погрузки на паром. Мы пока в очереди. Это, наверное, еще не последний паром у нас, да? Как считаешь? У нас ты будешь назад возвращаться, ты точно не последний. Тебе по-любому придется вернуться. Нет, я имею в виду сегодня не последний. Последний. Сегодня последний вот это? А куда ты еще хочешь? Я в Якутске. Тут набережные Лены, оказывается. Сам буду спать. Опять в машине. Время уже практически 12 ночи. Уже, в общем, пора спать. Поэтому сейчас я ложусь, а все остальное завтра. Добрый день. Я сейчас проснулся в Якутске на стоянке. Конечно, никакое жилье или гостиницу я вчера в 12 часов ночи искать не стал. А мне надо решить некоторые проблемы. Как я говорил, у меня закипел вчера двигатель, а закипел он потому, что пробку от радиатора я куда-то профукал. Скорее всего, я просто ее неплотно закрутил и ее выбило. И антифриз весь вытек из радиатора. Не весь, конечно, но вытек. Я залил в него воду. Пока. То есть мне сейчас нужно найти антифриз где-то. Дальше, по возможности, найти пробку. Если не получится, то пока затянуть какой-нибудь непромокаемой субстанцией, чтобы давление держало и типа плотного полиэтилена, чтобы давление держало и функционировало. У меня и сейчас затянуто полиэтиленом. В общем-то, проехал 120 километров, вроде нормально. Машина не пищит. Надо, конечно, сейчас посмотреть, потому что вчера не было возможности посмотреть. Еще у меня проблема. Вчера я наткнулся на сучок левой, почти левой фарой. Немного она не дошла. Но левый поворотник у меня сейчас не работает, потому что там отсутствует лампочка. Она разбилась или вылетела. Но ее там нет, в общем. Я вчера достал, посмотрел. Мне нужно найти желтую лампочку, поставить. Но это, мне кажется, меньше проблемы, чем нежели с антифризом. Вопрос осложняется еще тем, что сегодня воскресенье. И, может быть, многие торговые точки или там яму мне надо найти, кстати, чтобы антифриз поменять. Наверное, я буду делать это сам. В общем, в воскресенье все осложняется. Сегодня я, скорее всего, целый день буду в каких-то поисках. Ну ладно, что же. Я к этому был готов, к каким-то проблемкам. Это не проблемы, это так, это задачи, скажем так. Поэтому будем решать. Сейчас буду пить, наверное, кофе. Время 7:30 утра где-то. Искать сейчас, где попить кофе. Да нет, наверное, прямо вскипячу. Хоть я и в жилом квартале нахожусь. Ну, вскипячу, сейчас кофе себе сделаю. Вот здесь я проснулся. Вчера заехал, тут, конечно, ничего не видно было, куда я заехал. Ну, видно, что стоянка. Там набережные Лены. Здесь какой-то райончик. Моя машина стоит. Сейчас буду смотреть, что у меня тут. В общем, вот так вот у меня сучок въехал сюда. Вот сюда вот. И лампочку вот эту выбил.
Тут ничего не течет. И хорошо. Вот так я замотал здесь пока. Давление держит, то есть, скажем, то количество воды, которое там было, так там и осталось. Сейчас горит на панели синенький значок, уровень. Наверное, долить надо. Но если синенький, то это не критично, конечно. Но долить надо. Вот это Якутск, который я сегодня утром увидел. Но там, где я вчера ехал с парома, дорога была просто как после атомной войны. Но я еще по ней поеду. Сегодня не знаю, вряд ли, наверное, но завтра точно. Несмотря на внешнее мое спокойствие, я вчера в какой-то момент даже запаниковал, думая, что двигатель у меня накрылся. Стал рассматривать наихудшие варианты. Например, продать машину в том виде, в котором есть, и назад домой на самолете. Но, слава богу, я вовремя заметил неполадки на приборной панели и сразу же долил воду. И все обошлось. Ну, кипячу, как обычно, водичку. Здесь до какой-то городской протоки вот эта дорога. То есть Лена еще дальше. Лену, чтобы увидеть это, она же вся из проток, то, что состоит из островов, то есть река-то большая. Поэтому бегуны. Лену можно увидеть только где паромная переправа. Но вчера я видел ее ночью, одни огоньки только, и все. Попил я кофе, почистил зубы, умылся. Сейчас нужно найти автомагазин, купить антифриз, купить лампочку, как я уже и планировал. Вот я вчера залил, она такого цвета вода. Она вот сейчас в радиаторе. Другой просто не было, потому что та вода, которую я покупал, у меня кончилась, которая прозрачная. Пришлось с водопада взять. С водопада она вроде тоже чистая, да, должна быть, но она все равно с какими-то примесями. Поэтому ездить на такой воде, конечно, лучше не ездить в экстренных случаях. Поэтому сейчас буду ездить исключительно вот в поисках запчастей и до места ремонта. Поменять постараюсь сам. Но хотя, если ребята какие-нибудь возьмутся мне за схожую цену, без накруток особых, поменять, то я соглашусь. Но я думаю, что там поменять ничего сложного нет. Судя по описаниям. Хорошо, что сейчас есть интернет. Также вот и магазин запчастей найти проще гораздо с интернетом. Но сейчас пока еще 9 нет, поэтому вряд ли кто-то открытый. И есть у меня время. Вот они, эти мелкие задачи, конечно. Мог бы я сейчас Якутск посмотреть уже, что-то там, куда-то сходить. Но нужно проблему с машиной решить. А это время и, опять же, неизвестность. Потому что остаться без машины за 10 тысяч почти километров от дома мне не хочется. Хотел бы я сегодня, конечно, еще помыться. 3 дня уже не мылся. Но вот планы мои изменились. Пока, значит, у меня машина на первом плане. Потом найду что-нибудь все равно себе. Баню какую-нибудь найду. Может быть, даже жилье найду. Но жилье что-то тут вообще катастрофические цены какие-то для меня, по крайней мере. Тут регион богатый, поэтому цены задирают неимоверные. Не для нас, европейцев. Как вас зовут? Меня Снежана. Снежана, меня Алексей. Ага, очень приятно. Вы откуда, говорите, приехали? Нижегородская область. Я люблю свой город, только единственное, у нас очень много пыли, да? Да, я заметил. Да, вы заметили, да, потому что дочка во Владивостоке училась, она говорит, у них, ну, может, у них из-за того, что влажность высокая, а у нас очень сухой воздух, и из-за этого сухой воздух, и вот это вот, это же все равно долина реки
до Лена, получается. Песка очень много. Ну, зима у нас наступает где-то по-разному, да, примерно на ноябрь. Я помню, как в каком-то году, в ноябре, после 13-го вот прям метель напала, а иногда бывает очень рано, да, начиная где-то с октября, прям зима-зима. Уже зима, да? Да. И стужа, да? Стужа это сколько у вас? Минус? Ну, так-то вот, по идее, как бы пришло потепление больше. Я помню, в студенческие годы было много, прям постоянно стоял холод. Сейчас холод, он бывает, но нам дает отдыхать где-то примерно, 40, там, 35 градусов. Да? Но все равно резко потом опять холодание, на несколько дней держится. Может, неделями, там, 50 с чем-то, да? Как-то привыкли, поэтому особо не замечаем. Ну, тут в тумане все ездят. Машины. В тумане? Ага, туман из-за холода почему? Вообще нет. Молоко. Да? А прям молоко. Ну, то есть у вас как бы жизнь уже останавливается немного, да? Да, или на нет? самом деле, нет? у местных жителей никакая жизнь не останавливается, потому что все привыкшие дети мороженое едят вон на улице, да? Что там кобылица, да? После всех этих сказанных огня, слов, там очень красиво. Парни молодые, они должны быть девственники чистые. Девочки тоже должны быть девственницы. Алгостит, это было когда в то время, да? Алгостит прямо каждого смотрел. И если он за время, пока они готовятся, кого-то он посчитал грязным, это был позор. Этот человек потом мог, все от него отходили, он умирал, можно сказать, да? И поэтому было очень опасно насчет этого. Это старые времена. Сейчас-то нет, просто берут молодых. И вот они молодые, там столько сил надо, вот какие-то вот эти вот ритуальные хождения, да, с руками, это они физически очень должны быть сильными. А вы сами тоже в этом участвуете? Или просто теоретически пока? Нет, я делала алгысы, да, но мы приглашали просто, да, чисто, чтобы людям показать, но у меня тоже, тут у каждого в роду что-то есть, и поэтому люди обращаются, говорят после алгыса, там, что у кого какая-то проблема решилась, вот так вот, да. Я стараюсь, знаете, считается, что женщина должна после 60 только этим заниматься, да, мне еще рано. Понятно. Возможно, я буду. Вы молодая очень. Да. Для этого я молодая. И сейчас женщина должна семьей и детьми заниматься, мужем, да? А потом после 60 уже может стать таким человеком, проводником, да? Духов. Вот, Хадушечо, бегай. И вот когда, вот после всех слов, алгыса, огня, кормления, самое интересное, они подходят к кобылице с жеребенком, по-моему, да? И предлагают выпить то ли молоко, то ли кумыс. И если эта лошадка выпила, это хорошо. Это реально хороший год. Там, вот если не пьет, отворачивается, сердится, это плохо. Духи не очень приняли этот алгыс. Вот 21 число, солнцестояние, да? Именно в этот день и считается настоящим исехом. В деревнях его так и проводят, да? Я, например, в этом году 21 числа мы с сестрой, с двумя сестрами поехали просто чуть подальше от города и встречали солнце. Надо встретить солнце, энергетику эту принять, чтобы год был хороший. Просить у солнца, чтобы какие-то не очень хорошие вещи ушли из жизни, да, то, что тебе не нравится. Морально подготовиться и пойти встретить солнце, и все. Это классно, там потом себя чувствуешь обновленный. Это, наверное, как у христиан обновление в проруби. Купаются же, да, и чувствуют себя потом очень хорошо. Со Снежаной я попрощался. Очень глубокая, очень умная якутская девушка. И о вопросах религии мы с ней поговорили. Очень, мне кажется, плодотворно. Моя машина, он стоит. А я иду, время 10 часов. Доходит. Тут магазин запчастей рядом есть. Вот решил прогуляться, посмотреть, что там. Если нет, вернусь назад. Доеду до следующего магазина уже на машине. Это памятник основателю города Якутска, стрелецкому сотнику Петру Ивановичу Бекетову. Стелла здесь такая.
лет жизни, к сожалению, что-то я не вижу. Ну, можно в интернете посмотреть. Какое яркое солнце. Здесь очень много спортсменов, гораздо больше, чем в Сарове. Хотя у меня почему-то было предвзятое мнение, что Якутия это какой-то алкоголический регион. Тут на самом деле все бегают, все спортом занимаются, елки-палки. Вставайте на лыжи, саровчане. Дороги, ну, сравнимы с Саровом, надо сказать. Через 300 метров круговое движение, первый съезд. Моментом основания Якутска считается построение Ленского острога на правом берегу реки в 1632 году. Это место находится ниже по течению современного города на 70 километров. Заложили острог казаки под предводительством стрелецкого сотника Петра Бекетова. Я не буду описывать подробности предшествующих и последующих событий. Интересующиеся люди с легкостью и радостью сами найдут эту информацию. Скажу только, что меня удивило, когда я подробнее проникся этой темой. Оказывается, несмотря на более далекое и северное местоположение, этот город практически старейший из всех забайкальских и дальневосточных городов. И именно отсюда началось освоение русскими землепроходцами Восточной Сибири, Преамурья и Дальнего Востока. Раньше я не вдумывался, а сейчас начинаю осознавать, насколько уникальными были эти люди. Для меня, как практикующего походника, совершенно очевидно, что современный, даже экстремальный туризм – это детский лепет по сравнению с тем, не побоюсь этого слова, подвигом, который, при том развитии техники, мысли и мировоззрения, совершили они. О походном снаряжении в нынешнем понимании тогда и речи не шло. Все было тяжелое, громоздкое, но практичное и теплое. И важно понимать, что дорог тогда в тех местах и в помине не было. И единственный способ передвижения с таким багажом – по рекам. А вода была, скорее всего, даже коварнее и опаснее, чем нынче. Сплавщики, кто бывал в Порогах, меня поймут. Как и из чего делались тогдашние плавсредства – это отдельный вопрос. Но опять же, они были в разы тяжелее, примитивнее и неуправляемее, чем нынешние байдарочки. То есть вариант обноса порога тогда не рассматривался. К тому же, это не увеселительные прогулки с любованием природой на закате, глинтвейном и гитарой. Это были в большинстве своем военизированные походы с тяжеленным огнестрельным вооружением и регулярными стычками с местными парнями. И симпатичных девушек в те походы, конечно же, не брали. Кстати,
Есть устойчивое мнение историков о том, что во многом благодаря именно пищалям и пушкам, их грохоту и дыму, которые вселяли первобытный ужас в представителей коренных народов, и была присоединена Сибирь. Почему именно на место Якутска причалил Петр Бекетов с сотоварищами? Может быть, что так просто совпало, и Лена сама их сюда вынесла. Дальше они просто не успели бы к холодам соорудить зимовье. Вряд ли они специально искали какое-то особо живописное место, какое часто ищут для стоянки современные туристы. Хотя понятно, что и задачи там стояли именно выжить. Почему именно по Лене они поплыли? Это географически очень удобная для сплавов в этом направлении река. Стопилился немного северо-западнее Байкала и греби себе, и табань, отстреливайся от аборигенов, и в Якутск приплывешь.